Добрый вечер. Это новости на канале Якутия-24. Программа «Итоги дня». В студии работает Влад Давыдов. Смотрите в сегодняшнем выпуске. ПМФ-2021. Якутская делегация участвует на главном экономическом форуме России. Прямое включение Санкт-Петербурга. Нацпроект «Демография». В рамках этой программы в Якутске откроют сразу несколько новых объектов. Какие и как идет строительство. Сезон начался. Предприниматели Ленского района начали весенние полевые работы. Разбор полетов в столице. На пресс-конференции подвели итоги чемпионата России по вольной борьбе среди женщин и международного турнира Иван Ярыгин. Летний отдых. Детский лагерь «Сосновый Бор» объявляет о приеме детей на июнь и июль месяцы. О сложной ситуации с коронавирусом в республике заявил сегодня главный врач Республиканской клинической больницы Николай Васильев. Так, из 480 предусмотренных коек для ковидных больных на сегодня заняты 400. И это несмотря на то, что в больнице все соматические стационары закрыты и 3 корпуса работают только на прием пациентов с COVID-19. По словам главврача, изменилось не только течение болезни, оно стало тяжелее, но и возраст больных, он стал моложе. Более того, чаще болеют не только молодые пациенты, но и дети. На сегодняшний день находится 400 больных. Из них в реанимационном отделении находится 24 больных. Из них на искусственной вентиляции легких находится 7 человек. Остальные находятся в кислородном увлажнителе. Ну, я хотел бы сказать, конечно, вот хотелось бы третья волна, можно сказать, да, COVID-19, действительно очень сурово берет наших пациентов, потому что я думаю, что люди непониманием относятся как-то к своему здоровью. Сейчас идет рост заболеваемости, особенно молодых людей. Раньше такого в прошлом году не было, а сейчас уже молодые поступают и очень тяжело у них протекает. Детская инфекционная больница тоже, дети поступают, маленькие дети. Что касается общей статистики, то за минувшие сутки коронавирусом по республике заболел 101 человек. Наибольшее количество заражений фиксируется в столице — 61, сообщает оперативный штаб. Что касается районов, то 7 новых случаев выявили в Вилюйском Улусе, 6 в Амгинском, 5 в Мегино-Кангаласском. В Хангаласском районе за минувшие сутки зафиксировали 4 случая, в Горном Мирнинском, Мусталданском, Чурапчинском районах по 3. По 2 новых случая в Верхоянском, Кобяйском и Ленском районах. В ближайшее время в республиканских мероприятиях планируется проведение игр Манчары и Сеха Аланхо в Алекминске, в связи с чем я обращаюсь и к жителям Горного Улуса, Алекминского Улуса, и тех, кто планирует участвовать в этих мероприятиях. Вакцинация сегодня позволит нам провести эти мероприятия без лишних вопросов, а непосредственно относительно последствий возможного заражения как такового, в связи с чем призываю всех прийти в Алекминском и в Горном Улусе, а также членов команды и тех, кто планирует поехать в эти районы на мероприятия, на вакцинирование. Формат празднования национального праздника Исэх Туймады определит оперативный штаб. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы. Ранее датой проведения Исэха Туймады в местности Юсхатынг были определены 26 и 27 июня. Сообщалось, что праздник будет посвящен Году здоровья. Однако в этом году об онлайн-праздновании Исэха по решениям районных оперштабов заявили уже в Усть-Алданском, Хангаласском и Чурапчинском районах. А вход на республиканский Исэх Аланхо в Алекминском районе разрешат только для гостей, вакцинированных против коронавируса. 2 очага лесного пожара действуют вблизи села Мар Нюрбинского района. По данным Госкомобеспечения региона, его площадь составляет 110 гектаров. Из них лесная 90, нелесная 20 гектаров. На тушении пожара работают 74 человека, сотрудники лесоохраны и привлеченное местное население. Как отметили в пресс-службе МЧС России по Якутии, рядом с селом имеются естественные преграды в виде 2 озер. Также жители села Мар защитили свою электростанцию. Там едва не разгорелся пожар на объекте.
но благодаря местным жителям огонь удалось потушить. Если говорить о регионе в целом, то за сутки удалось ликвидировать 8 лесных пожаров на площади почти 2000 гектаров. Этого удалось добиться силами более чем 700 человек и 90 единиц техники. Тем временем возникло 2 новых возгорания, тем самым площадь, пройденная огнем, увеличилась на 400 гектаров. На особом контроле находится обстановка в Сунтарском, Нюрбинском, Зерниколымском и Тамбонском районах, где на сегодня действуют 7 крупных очагов на площади более 3500 гектаров. Лесопожарную обстановку и борьбу с нашествием сибирского шелкопряда обсудили министр природных ресурсов и экологии страны Александр Козлов и глава Якутии Айсен Николаев. Министр отметил, что Якутия сталкивается с трудностями в вопросах тушения пожаров и обратил внимание на необходимость повышения оперативности. Козлов поручил усилить работу с населением, поскольку в возникновении очагов значительное влияние оказывает человеческий фактор. Министр сообщил, что поддержка ресурсами республике будет оказана. Также поддержан вопрос борьбы с сибирским шелкопрядом. Рослесхоз дополнительно выделил 148 миллионов рублей из федерального бюджета для работы на приоритетных участках, ну а 80 миллионов направят из регионального бюджета. Ключевое, о чем бы я хотел сказать, нам надо закончить с тенденцией, когда Якутия, к сожалению, является лидером по пожароопасным, по показателям, которые в пожароопасный период, к сожалению, очень велики. То есть по итогам прошлого года Якутия это 68% всех пожаров страны и 78% это от показателей Дальнего Востока. Да, мы понимаем проблематику, протяженность территорий, малозаселенность. Это тоже все учитывается обязательно, и меры поддержки руководителю региона будут оказаны. Но наша задача вместе организовать так, чтобы пожары тушились своевременно, а не спустя 10 дней или в поздний период. Обязательно учитывать человеческий фактор. Мы с Александром Сергеевичем разговаривали, видим факты, когда люди просто поджигают. Вот недавно был задержан человек с фаером, который специально делал так, что поджигал. Представляете, какой вред он наносит природе, экологии и финансовые какие последствия. В этом году по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда в Якутии планируется ликвидировать 215 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в которых проживают порядка 12 тысяч якутян. Основной объем переселенцев находится в Алдании. В Якутске, в столице, только по этапу текущего года планируется расселить более 1000 жилых помещений. В теме разбиралась наш корреспондент Ульяна Шагин. Маме двоих детей Айталине Алексеевой трехкомнатная квартира по улице Газовиков в Мархе досталась по наследству от матери. Старая двухэтажка 68-го года постройки за это время, конечно же, физически износилась. Поэтому новость о признании дома аварийным стала большим сюрпризом. Естественно, конечно, очень обрадовалась, потому что она очень садится, как говорится, да, вот эта конструкция. Очень-очень чувствуется. А зимой особенно, потому что трески очень большие. Планы у семьи Алексеевых большие, так как дом ей достался по наследству, она имеет полное право при расселении претендовать на равноценное жилье, соответствующее квадратуре ее старой квартиры, то есть в 53 квадрата. Уже в следующем году обещали расселить, так что живут практически на чемоданах. Мне сразу предупредили, что вот именно вот такой квадратуры, вот как сейчас, вот старой планировки нету. Имеется вот либо чуть-чуть поменьше, либо чуть-чуть побольше. И, конечно, у меня дети разнополые, дочка с сыном, поэтому вот хотелось бы, конечно, чтобы такая же квадратура более была, и чтобы комнаты были, вот, и сыну, и дочери была. Ну ладно, мы с мужем в зале поспим. Но не у всех есть право при расселении получить равноценное по квадратуре жилье. Те граждане, которые купили квартиру в аварийном доме ради выгоды, имеют право только на возмещение себестоимости. Но как же быть с теми, для кого аварийное жилье является единственной недвижимостью? Соответствующий законопроект запустил наш депутат Галина Кентьевна Данчикова, согласно которому именно касается тех граждан, которые приобрели в аварийном жилье и не имеют другого имущества. Тот слой населения, который не социально защищен, мы для них проводим работу, чтобы у них осталось право приобрести квартиру как на первичном, так и на вторичном рынке. Сейчас законопроект рассматривается Министерством строительства со всех субъектов. Сейчас собрано количество граждан, которые именно имеют единственное жилье в аварийном многоквартирном доме. По ним проводят оценку.
Всего во второй этап программы переселения граждан из аварийного жилья только в Якутске попало 165 многоквартирных домов. Из них в 2020 году переселено 244 человека, а в этом году в разы больше. Так, в новое жилье переедут более 1000 собственников. Напомним, во второй этап программы по расселению попали только те дома, которые были признаны аварийными до конца 2017 года. Но это не значит, что опоздавшие должны сидеть сложа руки. Очень многое здесь зависит от самих жильцов, которые в первую очередь должны начать собирать комиссию для признания дома аварийным. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск. Министерство финансов республики в 2020 году для усовершенствования межбюджетных отношений в регионе и выравнивания бюджетной обеспеченности муниципалитетов внес изменения в методику распределения субвенций по принципу модельного бюджета. А с текущего года производится оценка расходных обязательств городских и сельских поселений. Также оценивают доходный потенциал каждого муниципального образования из расчета на одного жителя. Действующая методика позволила районам при распределении дотации учесть особенности транспортной доступности и масштабов расселения. Межведомственной рабочей группой выработано 10 предложений. В основном эти предложения идут как корректировка именно расходных полномочий, именно расходов на выполнение вопросов местного значения. Здесь в основном очень много предложений было по учету коммунальных услуг на содержание социальной сферы. На уровне поселения у нас имеются дома культуры, многофункциональные центры, спортивные залы, ну и здания администрации. Мы уточняли нормативные расходы на коммунальные услуги по спортивным залам. Стартовал Петербургский международный экономический форум. Это главная экономическая конференция в стране. Там проходят деловые встречи, дискуссионные площадки, обсуждаются самые перспективные инфраструктурные проекты в стране. На прямой связи со студией находится наш собственный корреспондент Максим Кардозу. Максим, приветствую. Пожалуйста, тебе слово. Приветствую, Влад. Да, действительно, в Петербурге с самого утра проходят различные мероприятия, буквально нон-стопом. Это деловые встречи, подписание соглашений, дискуссионные площадки. Вот день, например, начался с такого большого мероприятия, которое было посвящено транспортной инфраструктуре. И там говорили о Якутии и необходимости строительства Ленского моста, например, и развития железной дороги. Особенно в южном направлении, в южном кластере, в Нерюнгри, для того, чтобы более активно развивалась угольная промышленность. А также буквально совсем недавно завершилось подписание соглашения между Якутией и Калмыкией. Его подписывали Айсен Николаев, глава нашей республики, и Бату Хасиков, это глава Калмыкии. Сотрудничество будет направлено в самые различные сферы деятельности. Давайте послушаем, что сказал нам и прокомментировал глава Калмыкии. В любом случае, любой акт или намерение о сотрудничестве – это всегда большой плюс. А если говорить о наших республиках, о республике Калмыкия и республике Саха, Якутия, то мы, я считаю, по духу, по менталитету очень схожие народы. Пусть мы находимся географически далеко друг от друга, но сейчас при современной транспортной логистике, при информационных технологиях мы можем достаточно успешно сотрудничать. Поэтому культура, образование, сельское хозяйство, цифровые технологии, я думаю, что это те сферы, в первую очередь, где мы можем друг друга усилить. Я хочу напомнить, что ПМФ, Петербургский экономический форум, это огромная площадка, где встречается 10 тысяч участников из 140 стран. И якутская делегация встречается также и с иностранными своими партнерами. Сегодня состоялась встреча, например, с индийской делегацией, и были обозначены договоренности и общие интересы. Давайте послушаем, что нам ответил посол Индии. Только что встретился я с господином губернатором Республики Саха. У нас была очень теплая встреча. Мы, конечно же, видим сферы сотрудничества для Индии в республике, а именно в сфере отрасли алмазов, коксующегося угля, также железа и также в гуманитарной сфере, в образовании и в установлении каких-то культурных контактов. Будем надеяться, что
все пройдет очень хорошо, и сотрудничество между Республикой Саха и Индией еще больше улучшится. Все, конечно же, ждут завтрашнего дня, где будет главное мероприятие. Это пленарное заседание, в котором примет очное участие президент страны Владимир Путин. Он будет говорить о дальнейшем развитии, конечно же, России и экономическом развитии. Влад? Спасибо. Это был наш специальный корреспондент Максим Кардозу на прямой связи из Санкт-Петербурга со стартовавшего ПМФ-2021 с участием делегации республики. Спасибо. Переходим к другим новостям. Акарицидная обработка против паразитов началась в Нерюнгре. Средства распылили на территории лечебных образовательных учреждений и местах, где будут располагаться летние оздоровительные лагеря. Планируется обработка в парке Черяева, на поляне для проведения ИСЭХа, на кладбищах и других территориях по заявкам руководителей. Процедура проходит в нерабочее время, в выходные или праздничные дни. Состав средств безопасен для людей и животных. В лечебное учреждение Нерюнгри уже обратились 2 пострадавших от укусов клещей. В обоих случаях оказана вся необходимая медпомощь. Если обнаружили клеща у себя, либо у своего ребенка, либо у животного, необходимо самостоятельно попытаться его удалить, если вы на даче, либо где-то находитесь. Или желательно обратиться в лечебное учреждение, чтобы специалист уже его извлек и принес к нам на исследование. Самое главное, нужно помнить, при обнаружении клеща необходимо в течение 2 часов обратиться в лечебное учреждение, чтобы вам поставили укол гамма-глобулин, для того, чтобы заболевание не развилось. В Ленском районе начали весенние полевые работы. В этом году 46 организованных хозяйств высадят сельхозкультуры на площади более 1000 гектаров. Будут высажены картофель, овощи открытого и закрытого грунта, кормовые культуры. Собрать планируется 8000 тонн картофеля и 3500 тонн овощей. Сюжет Светланы Балеевой. Посевная кампания в Ленском районе идет полным ходом. Большинство крестьянских хозяйств и предпринимателей уже высадили овощные культуры. Но есть и те, кто этого сделать еще не успел. Причиной этому влажные земли. С затянувшейся весной и низким температурным режимом высохнуть поля успели далеко не у всех крестьянских хозяйств. У нас посевная кампания идет очень дружно и слаженно. На той неделе мы съездили в Нюю. Там кто-то еще пахал, кто-то уже садил картошку. Сейчас думаю, что к этим выходным мы 90% отсадимся, потому что время и погода установилась. Среди первых, кто начал высадку овощных культур, предприниматель из села Мурья Зиадула Мусаханов. В марте в отапливаемой теплице он высадил овощи, огурцы и помидоры. Сегодня огурцы Зиадула уже снимает. Буквально на днях посажен картофель, кабачки, баклажаны, ранняя капуста, кукуруза. Сейчас идет посадка капусты поздних сортов. Основное у нас картошку и капусту. Ранняя капуста у нас называется пандион, а вот средний есть чамп, а позднее есть ринда. А еще позднее зимние, которые хранение есть, это этот коля называется. По словам предпринимателя, уже через 2 недели можно будет собирать урожай ранней капусты. Прекрасно растет в суровых якутских условиях кукуруза. Много лет ее успешно выращивает предприниматель. Мы ее закроем, как бы под дугу, пеленкой закроем, а вот тогда успеет. И когда она будет у вас кукуруза? Где-то начало сентября начинаем кукурузу продавать. То есть она как бы вырастает в наших все равно условиях? Да, растает. Вы уже не первый год ей занимаетесь? Уже 3-й год кукурузу продаем. У молодого человека 16 гектар земли. Трудится здесь 10 человек. Вся высадка осуществляется вручную. Ежегодно предприятие собирает хороший урожай. Реализует его уже по налаженным каналам. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Единый госэкзамен по русскому языку проходит в России сегодня и завтра. Из-за эпидобстановки экзамен был разделен на 2 дня, чтобы избежать массового скопления участников. Согласно данным Рособорнадзора, на экзамен придут 680 тысяч выпускников по всей стране. Для них действует порядка 6 тысяч приемных пунктов. Для получения аттестата нужно набрать не меньше 24 баллов по русскому, а для аттестата с отличием не меньше 70, и получить результат не ниже удовлетворительного по всем другим сдаваемым предметам. Минимальный порог для поступления в вузы для русского языка составляет 36 баллов. Детский лагерь «Сосновый Бор» в Якутске объявляет о приеме детей на июнь и июль. В этом году приемная кампания летнего отдыха организована через портал Е-услуги. Родители могут подать заявление уже с сегодняшнего дня. Для этого сначала нужно зарегистрироваться на этом портале.
Далее в разделе находит направление на отдых и оздоровление детей. Заходит на данный раздел, и портал автоматически родителя переведет на его личный кабинет в госуслугах. Через логин и пароль проходит в госуслуги и находит муниципалитет, куда собирается родитель направить своего ребенка. Это может быть любой район республики или же город. Выбираем и начинаем заполнять заявление, формы заявления, данные заявителя, данные ребенка. Далее в свойствах ДОЛ, то есть детского оздоровительного лагеря, родитель находит смену, в которую планирует отправить ребенка, и ставит галочку «без льготы». Получив заявление, организаторы направят в адрес родителя ответное сообщение о приеме ребенка в лагерь либо об отказе. Вторая смена под названием «Я гражданин мира» стартует с 19 июня. Напомним, работа первой смены была отменена из-за эпидемической обстановки. В рамках национальной программы «Демография» в столице региона в этом году откроются сразу несколько новых объектов. Это в сфере здравоохранения и образования. Сегодня Министерство строительства республики организовало пресс-тур для журналистов, где рассказали и показали объекты, которые будут сданы в эксплуатацию уже в этом году. Репортаж нашего корреспондента Дмитрия Тымырова. Вопрос обеспечения детей местами в детских садах в Якутске стоит особо остро. Чтобы решить этот вопрос, по федеральной программе «Демография» на территории республики возводятся сразу несколько объектов образования. Из них большое количество строится именно в столице региона. Все идет в плановом режиме, и объект будет введен в те сроки, которые запланированы по контракту. Это будущий детский сад на 240 мест в Новопортовском квартале. Его начали строить здесь в прошлом году. Сегодня готовность объекта составляет 50%. Сейчас начали с третьего этажа отделочные работы, уже шпаклюем, готовим покраски. Со следующей недели начнем установку дверей. Ну и фасад, я думаю, что недели через 2-3 мы должны закончить. И приступаем на этой неделе к благоустройству. Новый детский сад планируют сдать уже в ноябре этого года. Он будет оснащен всем необходимым и будет соответствовать госстандартам. У нас будут оборудованы кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда. Будут кабинеты для дополнительного образования. Это кабинет по робототехнике, по изобразительной деятельности, по обучению английскому языку. И еще дети будут изучать якутский язык. Помимо этого, здесь будет спортивный зал и большая прогулочная веранда. Следующим объектом в рамках пресс-тура стал уже готовые объекты. Это здание дополнительной группы детского сада «Светик-семицветик» на территории 203-го микрорайона. Объект готов, осталось получить лицензию на право введения образовательной деятельности. Дополнительная группа рассчитана на 85 детей. Как и сказали, одна группа будет с 0 до года и 2 группы с 2 до 3. Мы планируем открыться с 1 сентября. Программа у нас будет вестись по вдохновению и по программе «Первые шаги». Педагоги набраны, мы уже готовы. Как получим образовательную лицензию, мы рады встретить наших детей 1 сентября. Последней точкой пресс-тура стал уже возведенный детский сад в микрорайоне Прометей. Он строился по программе «Демография» и уже функционирует с января этого года. К нам дети ходят из Покровского тракта и со стороны ДСК, Сергеляхское поле мы также охватываем небольшое количество, да? Поэтому потребность есть. По словам родителей детей этого детского сада, отрадно, что власти региона работают над существующей проблемой и каждый год открываются новые детские сады и школы. Я родитель 3 детей, и они все ходят сюда, в этот садик. Очень нужны садики, вот такие именно современные, оснащенные, вот с таким подходом хорошим. По итогам пресс-тура Министерство строительства сообщило, что по национальной программе «Демография» до конца года будут сданы в эксплуатацию еще 26 объектов по республике. Дмитрий Тымыров, Григорий Хлопков, Якутск. Кандидатуру Дмитрия Давыдова выдвинули на премию «Мужчина года-2021» в номинации «Режиссер года». Якутский режиссер включен в голосование за драматичный и отстраненный фильм «Пугало». Голосование проходит на официальном сайте журнала GQ. В премии «Мужчина года» 10 номинаций, которые определяют актера, музыканта, бизнесмена, спортсмена и других медиаперсон, которые добились в
кавычках, небывалых успехов за последний год, несмотря на все преграды и сложности. Фильм «Пугало», снятый Дмитрием Давыдовым, вышел, как известно, в прокат в феврале этого года. Главную роль в картине исполнила этнопевица Валентина Романова. Пресс-конференция по итогам чемпионата России по вольной борьбе среди женщин и международного турнира серии Гран-при Иван Ярыгин подвели сегодня. Напомним, на ярыгинском ковре якутские борцы завоевали всего 5 медалей. Победитель турнира Ариан Тютрин окончательно закрепился в сборной Беларуси, выполнил норматив мастера спорта международного класса, и далее он будет готовиться к чемпионату мира. Бронзовый призер Ниргун Сергин в данный момент продолжает тренировки во Владикавказе. Что касается серебряного призера Виктора Рассадина, он примет участие в турнире Али Алиева в конце июня. Сегодня призеру чемпионата России ярыгинского турнира Севиль Назаровой и личному тренеру Киму Колодезникову вручили денежный сертификат. А вот как прокомментировал свое выступление Виктор Рассадин. Результата у меня, можно сказать, давно не было. И в новом весе я показал, на что я способен. Конечно же, отдельно благодарю Роману Андреевичу Ласову, который мне помогал, и я ему помогал в каких-то моментах. Во время пандемии мы с ним работали. Вот в финале чего не хватило, как ты думаешь? Наверное, уверенности и опыта, потому что с ней я никогда не боролась. Сейчас эта девочка, можно сказать, первый номер по молодежи до 23. Она вот ездила на Европу до 23. И, наверное, она более опытнее, больше выступает на международных уровнях, на России больше выступает. Это были итоги дня. Смотрите телеканал Якутия-24 и будьте всегда в курсе.